подождите, пока эфир видно, сигнал не дали. Все? Презентация что-то как? Девушка, подождите, не работает или я не понимаю? Нет. А вот все. Угу. Так, ну вначале, наверное, показываю. Микрофон включен? Угу. Все, начинаем. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты. Я провожу консультацию по русской литературе. Это один из экзаменов, который предстоит вам сдать, чтобы поступить на наш профиль подготовки. Вы видите на экране, как он называется, русский язык, литература. Этот профиль реализуется в рамках направления педагогическое образование, является очень востребованным. Сразу хочу сказать, что школы ждут новых учителей русского языка и литературы. И поскольку вы поступаете после педагогических колледжей и других средних профессиональных образовательных заведений, то определенная база у вас уже есть. Даже может быть некоторый педагогический опыт. И он вам потом пригодится в процессе учебы, которая, надеюсь, вместе с вами для вас начнется вот в новом учебном 2020-2021 году в процессе учебы. Так, мне переключать что-то не... Ну, ага. Сейчас, извините, вот некоторая заминка. Прошу обратить внимание на слайд. Ну, простите, я еще не представилась, сказала, что провожу консультацию по литературе. Меня зовут Борисова Валентина Васильевна. Я доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русской литературы. Ну, в предыдущие годы мы экзамен по литературе проводили в виде сочинения. Но в этом году его формат изменился, и вместо сочинения вам придется проходить через тестирование. Хочу обратить ваше внимание на то, что оценивание результатов выполненных тестов будет проходить по 100-бальной шкале. Ну, конечно, это максимум, который вы сможете набрать. А в принципе, чтобы поступить в БГПУ, на наш профиль в том числе, необходимо как минимум набрать 60 баллов. Ну, а дальше у кого как получится. Вот. Еще раз подчеркиваю, не менее 60 баллов. Это вот минимум, который подтверждает достаточно хорошую подготовку поступающих. Вам будет отведено время на прохождение тестирования 60 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы ответить, выполнить 30 тестовых заданий. Имейте, пожалуйста, в виду, что доступ к экзамену, соответственно расписанию, с которым вы, надеюсь, знакомы, доступ к экзамену будет открыт с утра с 9 часов и до 15 часов. Но это не означает, что вот все это время вы можете тесты выполнять. Вот. В рамках этого периода вы можете выбрать удобный для себя час. И последнее, самое позднее время
входа в систему. Самое позднее время входа в систему – это 14 часов. То есть до 15 вы еще 1 час будете иметь. Ну, к сожалению, видите, отсчет времени начнется сразу, и пересдача экзамена не предусмотрена. Ну, тест считается довольно легкой, оптимальной формой экзамена. И я думаю, что вы справитесь, имея уже профессиональную подготовку. Давайте посмотрим на содержание и структуру экзамена. Ну, здесь вы видите 2 раздела, то есть тесты будут сгруппированы по этим разделам. Ну, первый называется атрибуцией. Не бойтесь иностранного слова. Здесь, по сути, имеется в виду определение авторства и название произведения по цитате. Вам в нескольких тестах будет предложена цитата. И вы по этой цитате должны будете правильно назвать автора и произведение. Тест связан с выбором правильного ответа. То есть вы даже автора будете выбирать, так же, как и название произведения. Но это все-таки облегчает работу. Тут сообразительность, здравый смысл вам помогут выбрать правильный вариант. Ну вот для примера скажем сейчас. Угу. Вот. Кому из героев произведений Михаила Булгакова принадлежит следующая портретная характеристика? И вот вы прочитаете цитату. Слушаем. Он умственного труда господин, с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей. Но запах по метели от него летит скверной больницей. Видите, последнее слово уже является подсказкой. Вы должны сообразить, кто же из героев произведения Булгакова является доктором, хирургом, профессором. И вот из 4 вариантов ответа вы можете выбрать на свое усмотрение правильный ответ. Ну, могу сказать, что это цитата из известного булгаковского рассказа «Собачье сердце». И прекрасный фильм по этому произведению имеется, и вы, наверное, с ним знакомы. Так что сможете с подобным тестом справиться, когда по цитате нужно определить автора и название произведения. Второй раздел, видите, называется «Язык литературы». Язык литературы. Литература как искусство слова, естественно, напрямую с языком связана. И все художники слова, писатели и поэты используют в своих творческих целях те или иные языковые средства, к которым прежде всего относятся так называемые тропы и фигуры речи. Ну, это элементарные средства выразительности, имеющие отношение к лексике и к синтаксису языка. Ну, не надо пугаться, что несколько тестов могут быть связаны с определением стихотворных размеров. Обычно и выпускники школ, и выпускники колледжей затрудняются с этим заданием, полагая, что это слишком специально, это стиховедение,
ничего страшного. Элементарные 5 стихотворных размеров можно разобрать, запомнить. Это ямб, хорей, дактиль, амфибрахи и анапест. Вот хотя бы 5 основных стихотворных размеров. Еще раз повторите. 2 двусложных и 3 трехсложных размера. Еще конкретнее, что проверяют тесты? Ну, я уже отметила, что вот помимо атрибуции, это связано с начитанностью, еще знание литературной терминологии будет проверяться. Вы видите определенный ряд этих терминов, понятий. Они, в общем, элементарные, простые. Вам и в школе разъясняли эти понятия, и в программу среднего общего образования этот теоретико-литературный материал входит, так что стоит его только повторить. По сути, здесь я даже вот открываю немножко некоторые тесты, поскольку вы можете сообразить, что вот надо повторить, запомнить определение этих терминов и потом соотнести их с предложенными примерами. Так, по поводу начитанности, которая и будет проверяться, и должна проверяться, поскольку вы выбираете профиль «Русский язык и литература». Вы собираетесь стать учителем-филологом, учителем-словесником, который по определению относится, так сказать, к развитой языковой личности, и которую характеризует хорошая начитанность, любовь к литературе, знание литературы, ее основных произведений. Причем, обратите внимание, в список, из которых вот взяты примеры для атрибуции, для проверки начитанности, входят только ключевые произведения русской классической литературы. Это, по сути, шедевры нашей отечественной словесности. Это культурный литературный минимум, который должен знать каждый человек в России. Эти произведения входят в школьную программу. Вы сами видите, что и авторы, и их произведения вам знакомы. Ну, очень надеюсь, что вы не по пересказам только с этими текстами знакомы, но действительно их содержание у вас в голове играет. И поэтому вы сходу сможете сказать, что вот это, допустим, пушкинская цитата, а это из Тургенева или из произведения другого писателя-классика. В список произведений входят классические тексты русской литературы от фольклора до наших дней. Поэтому тут и произведений древнерусской литературы, такое произведение древнерусской литературы, как «Слово о полку Игореве» фигурирует, ну и лирика поэтов второй половины XX века. Это все стихотворения, которые также входят в школьную программу по литературе. Видите, список не обширный. Вы успеете даже не просто пролистать, а перечитать те произведения, которые, может быть, подзабыли или раньше не знакомились. И тогда проблем с выполнением тестов по этим произведениям у вас уже не будет. Итак, мне остается только пожелать вам удачи на экзамене. И если вопросы возникают вот сейчас или позже, вы можете отправить письмо
на нашу почту. Адрес электронной почты вы видите. Спасибо за внимание. Еще раз, ни пуха, ни пера. И с Богом! А как они будут в чате писать? Угу. 4 часа. Так. Отвечаю на вопросы. Ну, в 4 часа уже консультация в режиме, в формате онлайн не будет. Вы сможете познакомиться с ней в записи. Вот. И я и говорю, что в 4 не будет. Ссылка была на 2 часа. И не волнуйтесь, кто не успел подключиться, в записи вы консультацию найдете. Кто-то меня не слышал. Ну, не знаю, как теперь быть. Вроде сейчас слышно. Ага. Да, вот конкретный вопрос. Цитаты будут из произведений, которые в списке представлены, вы спрашиваете, да, из этих произведений. Ну, вначале совсем было тихо. Что-то вы мне не сразу сказали, что микрофон надо поближе.